буквально вот вчера мне рассказали, это тоже были те же военные годы. У одной семьи у них умерли родители. Отца призвали на войну, там умер. Мать заболела, здесь умерла. Сегодня она живая, взрослая женщина, рассказывает. Мы, говорит, были две сестры, говорит, и один брат. Брат был, говорит, постарше нас. На тот момент они были все детьми. И отсутствие родителей привело нас до такой степени, говорит, что кушать уже дома абсолютно было нечего. Говорит. И мы, говорит, в голоду, они плакали, терпели, вот так перебивались. Говорит. Видя это состояние, вот этот брат, говорит, опекал их, старался, чем можно было помогать. А в доме, которые были вещи, говорит, он начал, говорит, продавать. Все, что было в доме, маленький мальчик начал выносить и продавать. За проданное это, говорит, покупал что-то, пшеницу и так далее, картошку, приносил, говорит, домой и кормил. Но дошло до того, говорит, уже из дома продавать было, говорит, уже нечего. Ничего в доме не осталось, говорит. В то время вот эти колхозы, совхозы, когда были организованы на фронт, были планки, что должны были выдавать. И это все хранилище было, говорит, хранили, как погребы делали в земле. И вот там охранили, говорит, эти вещи. И эти погребы, говорит, охраняли большие собаки. Один раз, говорит, брат пошел, говорит, туда, постараться что-то оттуда взять. И принес, говорит, оттуда картошку. Но, говорит, вот эта охрана, который был, это охранщик, на утро видит, что там вскрыли, открыто, туда забрали. И начал делать расследование, узнавать, кто это. Так как все мужчины были на фронте, мужчин не было, женщины он исключил из возможностей, что потому что там были большие собаки, что женщина испугается, не придет. И в селе он знал, вот этот мальчик чара делает себе, ищет пропитание, и он подозревал его, говорит. Подозревал его, пришел и сказал, говорит, ты, наверное, это своровал, говорит. Другой не мог это сделать. Признайся, говорит. Он говорит, да, говорит, я своровал, говорит. Признается он. Почему ты сделал? Потому что, говорит, эти мои сестры с голоду умирают, говорит. Кушать нечего, говорит. И он интересуется, это охранщик говорит, а как ты, говорит, прошел, говорит, через эти собаки, как прошел, ты почему не испугался, говорит? Я, говорит, сел, говорит, на колени и просил, говорит, этих собак, ради Аллаха, не трогайте меня. Так просил, говорит, он. Потом, говорит, на четвереньках, говорит, так медленно пошел, говорит, оттуда. Они меня не тронули, говорит. Это охранщик говорит, я же тоже не хуже этих собак. Если они тебя не тронули, я как трону. И говорит, ты приходи, говорит, время от времени, когда вам тяжело будет, я вам буду помогать. И эта женщина говорит, вот это, говорит, охранщик, говорит, оттуда как мог, говорит, помогал, говорит. Вот так, говорит, мы выжили, говорит, эти годы. Люди вот так жили, вот так пережили эти трудности, но никогда друг друга не предавали, никогда друг друга не сдавали, никогда друг друга в беде не оставляли, по мере возможности поддерживали друг друга. Сегодня вроде все есть, все у людей хватает, но заборы строить начали 3-метровые, двери начали ставить бронированные, чтобы лишний раз выходить им не пришлось, лицо соседа видеть, домофоны ставить начали и так далее. И при всем вот этом положении сегодняшнем люди говорят, не хватает, нету, говорит. Как Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, всем известный аят, часто упоминаемый, напоминаемый имамами, алимами, ла ин шакартум ла азиданнакум, если вы будете благодарны, вам Аллах увеличит. Вот эти люди в таком положении, будучи благодарны Аллаху, из-за того, что шукру делали Аллаху, были покорны,
Аллах увеличил. Вот сегодня мы живем в таком благе. Но если мы не будем сегодня благодарны Всевышнему Аллаху, то Аллах это забрать тоже может.